подкаст. Только футбол. Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас не самый обычный выпуск подкаста. Сегодня у нас будут очень крутые гости. Я рад вам представить их здесь. Олег Карнаухов, ныне директор Академии ПФК ЦСКА. И Владимир Юрин, заместитель генерального директора по развитию ПФК ЦСКА. Все так. Ника, рад тебя приветствовать еще раз в этой студии. Ника наш спортивный эксперт, соведущий. И сегодня мы поговорим о крутом мероприятии, которое приехало к нам сюда, в Северную Осетию. Расскажите, пожалуйста, что здесь будет происходить? Футбол. Футбол. Для кого? Для детей? Детский футбол, да, конечно. Программа, с которой мы сюда приехали, это программа совместно с ВПРФ, ПФК ЦСКА, Академия ПФК ЦСКА, 1000 юных футболистов. Программа, которую мы ездим по всей стране, заезжаем в разные хорошие, красивые города. Туда приезжает очень много талантливых молодых мальчишек. Мы проводим с ними мастер-классы, мы разговариваем с тренерами, мы обучаем в какой-то степени, по мере возможности, за эти 3 дня тренеров. Мы смотрим, какие мальчишки приходят, тренируются. Если мы находим алмазы, как мы говорим, мы ищем алмазы. Если мы находим ребят, которые действительно, на наш взгляд, способны, скажем так, составить конкуренцию и позаниматься в Академии ЦСКА непосредственно с теми ребятами, кого мы уже отобрали, мы их потом приглашаем в Москву. Они приедут в Москву и будут тренироваться непосредственно уже вместе с нашими ребятами, которые тренируются на постоянной основе. Насколько мне известно, это не только ребята из Северной Осетии. Откуда приедут еще люди? Ну, во-первых, Владикавказ — это не первый город, куда мы приезжаем. Мы были уже в Томске, мы были уже в Новокузнецке, мы были в Екатеринбурге. Сейчас Владикавказ, на мой взгляд, это та земля, которая действительно полна талантливыми ребятами. Можно вспоминать достаточно фамилий, которые играли на высоком уровне в «Спартаке» Алании, когда они гремело, становились чемпионами России, которые ребята играли в ЦСКА из этого города. Поэтому здесь достаточно много ребят, и не только владикавказцы, но и близлежащие города, и будут ребята из ЛНР, будут ребята из ДНР. Поэтому здесь собирается очень много мальчишек с разных городов. И посмотрим, как это все будет выглядеть уже на поле, потому что мы проводим тренировки. В пятницу мы подведем итоги, посмотрим и отберем ребят, которые, на наш взгляд, смогут попробовать себя в Академии ЦСКА. Ну, а дальше будет все зависеть от них, от их желаний, от их, скажем так, обучаемости, от того, как они покажут себя не только на этом уровне, первичном отборе, да, но и на уровне того, что мы предлагаем ему уже у себя в Академии. Первостепенная цель этого проекта какова? Популяризирование футбола. Я думаю, что, наверное, не надо говорить именно раскладывать, да, по полочкам. 1, 2, 3. Я думаю, что все это вместе должно быть. Конечно, популяризация футбола, раз. 2, совместно все с этим мы еще отбираем ребят непосредственно в свою академию. 3, прививаем любовь, наверное. Ищем новых болельщиков для армейцев, да, для команды ЦСКА. Мы их заражаем футболом. Сюда приезжают те тренеры, которые действительно работают с ребятами в академии. Здесь во Владикавказ приехали опытные тренеры, которые воспитали не одно поколение ребят, которые сейчас... Некоторые уже даже закончили, а некоторые еще выступают на очень хорошем уровне. Тот же Федя Чалов, если мы говорим про ЦСКА, Антон Заболотный. Те ребята, которые прошли школу ЦСКА, и они прошли тех тренеров, которые... Сослан Джанаев. Сослан Джанаев, да. Ну, можно сказать, там много других. И в какой-то степени Владимир Габулов, да, был. Поэтому... И даже сегодняшние ребята, которые играют в Алании, часть из них тоже прошли Академию. Да, естественно. Заур Тарбы, это последний, кто вам приехал. Батар Схадарцев тоже проходил большую часть своего воспитания, скажем так, своей учебы в ЦСКА. Достаточно много ребят. Такая вот интеграция с Владикавказом очень интересна у ЦСКА, потому что как отсюда, из Владикавказа, ребята заигрывают там, так и из ЦСКА переходят в Владикавказ и здесь играют такую заметную роль всегда. А с какого года действует этот проект? Проект первый раз мы провели в 2018 году. Там был немножко другой формат. Значит, это были 1000 юных футболистов из моногородов. Моногорода — это вокруг градообразующих предприятий. Да? То есть они там есть в Сибири, такие города есть на севере. Ну, в общем, по всей стране такие города существуют. 20, 30, 50 тысяч. В общем, весь город работает на таких предприятиях. И тогда наш партнер многолетний ВБРФ
ну, они сейчас поддерживают эти города, но тогда для них это было особенно важно. И вот у нас совместная такая идея родилась провести это мероприятие, отобрать детей именно из этих регионов. То есть схема была примерно та же самая. Это 3-дневные мастер-классы в крупных городах, куда приезжали детишки из моногородов. Также отобрали несколько детишек в академию даже у нас попали, да, Олег? Да. И ну, а на финал они приехали в Москве на финальную часть и вышли в одном из там, главных матчей тура вместе с футболистами, показали Москву. Ну, в общем, тоже такой позитив в целом для детей получили. Здорово. А попав в академию, как эти дети себя чувствовали, как они себя проявляли? Вот немного слова об этом. Ну, тяжело было, конечно, потому что уровень все равно разный. Некоторые ребята сумели себя проявить и какое-то время не оставались уже непосредственно с нами. Занимались в академии в 2 возрастных группах. Дошли до какого-то уровня все равно, поэтому сейчас, дай бог памяти, не вспомню, они уже где-то играют в других командах, но то, что 2 года они прошли у нас, держались, это заслуга, конечно же, их. Они молодцы. И другое дело, что плюс к тому, что тех ребят, которых мы отбираем, Владимир уже затронул эту тему, они выводят футболистов в одном из туров чемпионата России на веб-арене, выводят их перед матчем, устраиваются, фотографируются, их видит вся страна. Такая детская мечта сбывается. Поэтому, да. Это очень классно, очень запоминающийся, потому что мы буквально накануне провели отбор по Москве. Мы впервые сделали это вот с помощью Владимира, с помощью ПФК ЦСКА на веб-арене. И вот те ребята, которые там присутствовали, около 500 мальчишек были на этом отборе, я думаю, что вот для них это, конечно, вот первый шаг в футболе. Это был один из самых запоминающихся моментов, которые они будут помнить всю жизнь. Неважно, получится у них в футболе, не получится, но то, что они вышли в свою мечту именно на веб-арену, на этот стадион, в виде, как там все происходит, на это натуральное поле, идеальный газон, где сидят тренеры, где запасные, где разминаются, где условно раздевается Игорь Акинфеев. Это они все видят, для них, конечно, эта атмосфера сама была потрясающая. Я думаю, что вот это самое главное, то, что мы хотим добиться детей, страсть и горящие глаза вообще на все. А практикуется ли сотрудничество между академиями футбола разных регионов? То есть возможно ли потенциальное сотрудничество между Академией футбола ЦСКА и Алании? Ну, почему бы нет, конечно. Я думаю, что в том или ином виде это можно всегда рассмотреть, можно всегда сесть, поговорить. Еще раз повторяю, мы никогда не закрываемся, мы пытаемся быть всегда открытыми. Тем более, я знаю, там, один из старших тренеров, мы хорошие знакомые в Академии Алании. Мы готовы к любым переговорам, к любым встречам, к любым сотрудничествам, как к взаимовыгодным. Поэтому я думаю, что если захотят любые академии, да, между собой, я думаю, что они всегда найдут общий язык по сотрудничеству. Это детский футбол, это не профессиональный футбол, это не результат битвы за результат, чтобы там что-то не увидели такого, чего в других командах не знают. Это детский футбол, это учеба, это развитие, это все для детей. И я думаю, что каких-то секретов, нюансов знает кто-то одни, что не будет делиться, ну, наверное, это глупо. Вы с ребятами, которые были из Северной Осетии, вы сейчас перечислили многих, но со многими вы играли еще и лично. Вениамин Мандрыкин. К сожалению, да. ушедший. Со многими, например, любимый, как говорит Володя, единственный «Спартак», которого любят болельщики Гугнев, ЦСКА. Спартак Гугнев, его Павел Федорович Садырин называл наш «Спартачок». Дима Крамаренко долго играл здесь, во Владикавказе, сейчас тренером по вратарям в главной команде, поэтому тоже здесь совместно мы играли долго. И даже под руководством Валерия Георгиевича Газаева. Вот так вот. Конечно, да, много было связано с Валерием Георгиевичем Газаевым, тем более у нас тоже, да. Начальник команды, да, и администратор главной команды уже, да, Стельмах, поэтому... Старший Стельмах-младший, поэтому у нас, я говорю, очень много связей с Владикавказом. И лично я тоже сам играл с ребятами, и тоже Володю Габулов еще мы забыли вспомнить, да. В ЦСКА часто были осетинские пироги? Да, конечно. А у нас даже до сих пор традиции есть, и у кого день рождения, они проставляются, или, скажем, кто-то пицца, а кто-то до сих пор поставляется осетинскими пирогами, да. Александр Григорьевич всегда пирогами поставляется. И причем Это это какие-то супер пироги, он где-то в правильном месте их делает. И, в общем... Александр Григорьевич легенда, да. Легенда тоже Владикавказа и ЦСКА.
Да, Владимир, можно вопрос теперь к вам? Мы говорим о развитии клуба, да, о развитии ЦСКА. Конечно, мы, наверное, сегодня не сравним развитие футбольного клуба ЦСКА и футбольного клуба Алании. Алания только на такой стадии, можно сказать, становления, потому что клуб был вновь создан и пытается развиваться. Но в чем специфика вашей работы? Насколько это тяжело развивать большой клуб? Это очень тяжело. Несмотря на то, что большой клуб, и всем кажется, что потрясающие финансовые возможности, это всегда очень четкий и прагматичный подход ко всем финансам. Ну, у меня есть два направления глобально, которыми я занимаюсь. Это коммерческая недвижимость. Как вы знаете, у нас такое интересное решение. В стадион интегрирован большой бизнес-центр. Соответственно, мы вот развиваем этот бизнес. И вторая часть — это маркетинг коммуникации, где отношения с болельщиками, продажа продукции всевозможной, от билетов до мерча. И еще стараемся придумывать что-то новое. Вот. Сейчас, конечно, по этому направлению приходится выпрыгивать, что называется, из штанов в связи с нововведением закона о Fan ID. В общем, поэтому тут тоже непаханное поле. Поэтому всегда развлекательные мероприятия, всегда там самые лучшие условия на стадионе из возможных. Ну, это то, к чему должен, наверное, стремиться каждый клуб, создать самые лучшие условия. Надеюсь, что на вашем новом стадионе они будут именно такие. Вот, может быть, маленький ваш совет. Как развивать Аланию? Клуб, который меньше сегодня, чем ЦСКА, но клуб с большими амбициями. Да. В моем понимании, ну, то есть нужно немножко разделять, да, я про спорт практически в него не влезаю, то есть, наверное, ваши слушатели и болельщики, они в основном смотрят на футбол, на классную игру, поэтому тут моей экспертизы никакой не может быть. Вы занимаетесь всем остальным, получается? Ну, так? Не всем остальным, скажем, коммерческими направлениями и коммерческими инициативами болельщиками. Ну, что я могу сказать, это, конечно, стадион — это там самая главная точка притяжения и самая главная точка возможностей. Поэтому нужно очень четко подходить к проектированию и к его строительству и сразу предугадывать ожидания всех людей, которые будут туда приходить. Ну, наверное, если мы сравним регионы, то в Москве всем известно, что это там самый высокий уровень ожидания от сервисов. Но и тут тоже нужно, конечно же, стремиться. Я уверен, что у вас есть прекрасные рестораны, прекрасные там, не знаю, клубы, развлекательные всякие зоны. И это все должно быть на стадионе, потому что футбол, надеюсь, что он будет у вас супер, вы будете каждый раз играть как мадридский Реал, как минимум, а лучше как Манчестер Сити. Но если этого не будет, то нужно искать другие варианты, и вот эти варианты хорошо бы подумать о них заранее. Олег Дмитриевич, вопрос. Вы сегодня, находясь в Осетии, планируете встречи с кем-то из своих друзей, может быть, которых мы знаем? Может быть, случайно. Только запланировано ничего не было, потому что довольно-таки плотный график. Мы только днем прилетели, мы поехали на стадион, все организационные дела, после стадиона сейчас к вам, потом обратно, скорее всего, на стадион, и завтра с самого утра начинается мероприятие, и вечером мы уже улетаем, я лично улетаю, потому что много дел еще в Москве, в академии, а тренеры уже остаются здесь непосредственно на мастер-классе. Если с кем-то случайно пересечемся, то это будет, конечно, здорово. Так ни с кем не планировал пока. И вопрос еще такого характера. Зрители, болельщики могут прийти на стадион юности, чтобы поболеть и посмотреть за тем, как проходят эти мастер-классы? Либо это только участники и спортсмены? Ну, во-первых, участники, спортсмены приедут наверняка с родителями. Сопровождающие, родители, кто-то будет. И я видел стадион юности, и есть там трибуна. Ну, наверное, никаких запретов быть не может. Все желающие, кто хочет посмотреть, мне кажется, придут, посмотрят. Проблем, мне кажется, в этом не будет. Вы говорили то, что постоянно отбираете детей, а вот с тренерами как? Если кто-нибудь себя проявит из тренеров, вы в ЦСКА заберете его или... Ну, так, подожди, сейчас всех наших заберут, и детей, и тренеров, ну кого-то поставите. Здесь тяжело забирать, да, здесь не просто забирать любых людей, кадры решают все, и даже сталкиваясь, находя здесь хороших мальчишек, все равно бывает сложности для того, чтобы все перевести в Москву, потому что все хотят сохранить их здесь. То, что касается тренеров, за 3 дня, наверное, сложно что-то либо понять, потому что будем заняты непосредственно работой на поле, тренеры как помощники должны быть нашим тренером, чтобы
потому что они знают лучше своих ребят, с которыми они работают, где-то могут какие-то правильно подсказать вещи и нашим тренерам. Но если что-то хорошее, если что-то мы увидим, действительно, что, скажем так, на первый взгляд понравится, то все возможно. Поэтому мы открыты ко всему, мы никогда не закрываемся, мы так позиционируем себя, что мы сами любим развиваться, мы сами любим учиться, мы также любим, если не только мы что-то отдаем, но и получаем взамен. Мы хотим, чтобы была обратная связь. А если мы видим, что выстраивается хороший диалог, и видим, что тренер заинтересован в этой работе, потому что работа с детьми, она такая довольно-таки специфичная. Понятно, что ты должен, во-первых, любить детей, ты должен знать очень хорошо, что надо с детьми делать в разных возрастных группах. Ну и, наверное, желание все время развиваться. Это, наверное, 3 самых главных качества для детского тренера. Но прежде всего он должен любить их. Если ты не любишь детей, я думаю, что тебе любое твое начинание, оно будет провальным. Ну, что нужно для тренера, понятно. А что нужно ребенку, чтобы стать успешным футболистом? Любить футбол. Любить футбол, желание, конечно. Больше ничего не надо. И поменьше слушать родителей. Это самое главное. Потому что у нас в футболе разбирается практически каждый. Каждый имеет лицензию про УЕФА. Любой папа, любая мама. Этого, наверное, это уже априори так рождается. А то, что если мальчишка хочет заниматься футболом, он всегда будет заниматься. Талантливые мальчишки дойдут самостоятельно, главное не загубить. А ребят, которые, скажем так, не обладают таким большим талантом, но желанием, они могут пройдя много этапов подготовки, они тоже могут достичь очень хороших результатов, если у них будет желание и будет возможность. Приведу большой пример. Например, Миша Редо, который дебютировал недавно в ЦСКА, стал автором самым молодым, кто забивал за армейцев. Вот он практически сделал сам себя. То есть я не скажу, что он был настолько талантлив, что он отличался всегда и везде. Нет. Но он поставил себе цель, он поставил себе задачу, он хотел стать футболистом, и он к этой цели шел. Поэтому, когда ребятам мы говорим в школе, в академии, что мы вас не сможем ничему научить, мы сможем вам только помочь научиться. Вот если вы захотите, мы вам поможем. Вот он захотел, вот он сделал себя сам. Вот то, что он сделал, этот шаг вперед, дойдя то, что на него обратил тренер главной команды внимание и доверил ему на поле, это заслуга, в большинстве своем только его. Это он сам себе сделал. У нас много было настолько талантливых ребят в академии, которые думали, что они за счет таланта будут всегда вылезать. Талант до какого-то времени, да, он процветает. Дальше, если ты не вкладываешь в этот талант ничего, и ты думаешь, что ты будешь выезжать на таланте всегда, то обычно это к 16-17 годам все заканчивается, к сожалению. До эфира вы упомянули, что узнаете результат последнего матча Алании 3-0 с «Динамом» Махачкала. Да, кстати, я удивился, что вы следите за этим. Я удивился, да, тоже. Да. Потому что я не скажу, что я смотрю очень много игр в ФНЛ, да, но иногда попадаюсь. Я видел, например, игру Алании с Торпедо, где Алания на голову была выше по игре. И играла очень хорошо, очень интересно. Поэтому я видел другие игры, и я просто удивился, что так получится. Но это футбол. Бывают такие ситуации. Бесспорно. Как считаете, сегодня у Алании есть шансы какие-то по спортивному принципу, допустим, без учета того, что стадиона нету, но... А это вот уже большой вопрос. По спортивному принципу есть шансы. А вот дальше что команда на первом месте, да, есть шансы. Конечно. Команда идет там, где она должна идти. И она идет довольно-таки высоко. И по спортивному принципу она не первый год доказывает, что она достойна там играть. Но, к сожалению, вмешиваются другие дела, когда просто-напросто нет инфраструктуры, не могут заявить, не могут лицензировать клуб для того, чтобы он выступал в РПЛ. Наши болельщики всегда сравнивают двух тренеров. Это Спартака Гогниева и Олега Василенко. Агрессивный, яркий, атакующий футбол и тоже атакующий, по словам специалистов, но более академический. Что вам ближе? Что вам больше импонирует? А что хотят болельщики? Результат или красоту, да? Да. Понятно, что здесь настолько избалованные люди, которые команда и добивалась результатов, и играла очень красиво, потому что здесь было действительно классное поколение футболистов. Здесь надо выбирать. Если ты сможешь за счет красоты классного футбола еще приносить результат, это будет в идеале. В свое время, когда мадридский Реал под руководством Фабио Капелло выиграл чемпионат Испании, его уволили, потому что болельщики были недовольны, как эти победы добывались. Гогниев как тренер вам импонировал? Да, у него классная идея, кстати. На самом деле у него классная идея. Да, ему мешает, наверное, еще, может быть, неопытность в руководящих вот этих делах, именно околофутбольных, потому что на поле он делает то, что считает нужным, но вот эта его импульсивность, его взрывная такая мощь, которая иногда ему мешает. Потому что когда ты видишь Спартака на скамейке,
и когда ты знаком с ним, можешь разговаривать в обычной жизни, два разных человека, абсолютно. Спокойный, уравновешенный, интеллигентный. В обычной жизни, когда он взрывается по каждому эпизоду, и мы видим вот эти все кадры, когда на эмоциях он может давать какие-то высказывания не в свою пользу, ну, вот этим надо его научиться управлять. Когда он научится управлять, он будет классным тренером. Но при этом он абсолютно искренне говорит то, что думает. Нет, он молодец, ему все. Но иногда надо все-таки эмоции соизмерять, потому что не всегда ты в эмоциях можешь правильно оценить обстановку. А из Алании на данный момент какой игрок вам нравится? Заур Тарба. Потому что он воспитанник. выпускник Академии. Нет, во-первых, он воспитанник ЦСКА, он уже играл за главную команду, выходил. Я очень надеюсь, что по своему таланту, по своему менталитету у него получится заиграть на хорошем уровне. Будет с Алани, это будет замечательно. Если будет играть в РПЛ, то я думаю, что как игрок РПЛ он может соответствовать. В прошлом подкасте тут ребята обсуждали Лигу чемпионов. В этот раз мы до эфира тоже чуть-чуть. Я услышал, что было обсуждение большое. Владимир, ваш прогноз. Кто станет все-таки победителем Лиги чемпионов в этом году? Ну, Бавария, конечно. Бавария. Ну, потому что он болельщик Баварии. Бавария, Реал и Манчестер Сити. Да, мы сейчас будем такими прям будем такими прогнозистами. Топ. А может, есть темная лошадка какая-то? Когда последний раз темная лошадка выиграл? После финала Порту-Монако, мне кажется, больше темных Уже не лошадок было, не да. бывает. Ну, там Аякс был очень близок еще. Очень близко. Ну, современный футбол, я думаю, что на данном этапе, я думаю, это будет все меньше и меньше темных лошадок. Мы понимаем, что сосредоточение финансовых и других возможностей, они, конечно, не дают возможность, как в свое время могла Стяо выигрывать Кубок Европейских чемпионов, Цервена Звезда. Но вы согласны, Бавария тоже? Нет, я за Манчестер Сити, я за Пепа Гвардиолу. Бавария, ну, конечно. Мюнхенская Бавария, я тоже за него болею давно. Так, 2-2. Ребята, 2-2. Посмотрим, кто выиграет. Друзья, я предлагаю сейчас пригласить всех желающих, кто хочет, из болельщиков, раз мы сказали, что есть такая возможность просто у тех, кто хочет посмотреть на это событие, прийти на стадион «Юность» на улицу Хаджи Мансурова и поболеть за ребят, которые будут проходить эти мастер-классы и в свободное время играть между собой интересные матчи. Событие, на самом деле, большого масштаба в нашей республике. И тоже большого масштаба события, то, что вы сегодня сидите в этой студии. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы этот вечер провели вместе с нами. Мы теперь болеем еще и за ЦСКА. То, ради чего мы сюда приходили. Вам спасибо большое за приглашение. Спасибо, всего доброго. Спасибо большое. Иристон ТВ. Подкаст. Только футбол.